Национального совета Всемирного конгресса татар Василия Шейхразиева. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые руководители. Уже 1,5 года мы живем в особых условиях пандемии. Конечно, главная задача сегодня общества, каждого человека, каждой семьи беречь себя, ближайших, окружающих. И, конечно, если бы этого ковида не было, я уверен, что открытие памятника легендарному сыну героя Советского Союза, поэту, при открытии в городе Екатеринбурге, как минимум здесь 10, 20, 30 тысяч человек были бы, и мы его совсем в другом формате проводили бы. Но мы сегодня живем по требованию Роспотребнадзора, и поэтому, конечно, для нас очень важным является, чтобы мы сохранили у себя здоровье, у близких, и поэтому вот такой именно формат. И поэтому я обращаюсь к всем присутствующим, и кто нас видит, кто нас слышит, берегите себя. Мы еще для нашей России нужны будем, поэтому понятие, требования и маски, и социальная дистанция. Но единственное, есть выход спастись, это прививаться. Прививайтесь, берегите себя, близких. И вы знаете, когда в том году началась великая подготовка к 75-летию Великой Победы, мы уже жили в рамках пандемии, и для России в целом, для проведения Великого парада, Парада Победы в субъектах Федерации, стал вопрос, а насколько это можно провести или не провести. В первую очередь наши ветераны, общественные организации сказали, это наша общая победа, и мы будем праздновать 75-летие Великой Победы, и, значит, бессмертный полк, и парады, и встречи, и награждения, все, то, что уже привыкли проводить мероприятия, проведем. Конечно, в большей степени мы перешли в онлайн-формат, и даже через 75, сегодня уже через 76 лет, у нас высока память о потере, память о тех людях, которые ценой своей жизни сохранили сегодня мир, нашу великую державу, и тех, кого потеряли у себя, близких, родных. Каждый субъект, каждая страна, которая участвовала, мы когда говорим порядке 28 миллионов жертв, каждая семья понесла утрату. Редкая семья, в котором они оказались счастливыми, все живы и здоровы вернулись, а каждый брата, отца, сестру, мать практически потеряв, и сегодня мы славим эту великую победу. Конечно.